Это новости спорта, в студии Полина Долинская. Женская сборная России заняла 5-е место в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. В команде вошли Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. Женская сборная отстала от победительниц на 1 минуту 37,7 секунды, затратив 9 дополнительных патронов на огневых рубежах. Победу одержала команда Норвегии, 2-е место у сборной Швейцарии. Женская сборная России занимает 5-е место в Кубке наций, имея в активе 1328 баллов. Женская эстафетная гонка завершилась соревновательной программой 1-го этапа Кубка мира. Следующий этап пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 15 декабря. Московский ЦСКА обыграл в гостях баскетболистов Пермской Пармы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 89-70. Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джейсон, набрав 27 очков. В составе Пармы больше всех баллов у защитника Лоренцо Уильямса в количестве 16 баллов. В турнирной таблице ЦСКА с 7 победами в 10 матчах занимает 2-е место. Лидируют подмосковные «Химки», победив во всех 9 встречах. Парма идет на строке 12-й. В активе команды 3 победы и 7 поражений. В следующем матче ЦСКА 15 декабря сыграет на своей площадке с казахстанской «Астаной». Парма днем ранее встретится на выезде с «Локомотивом» Кубанью из Краснодара. Команды России заняли 1-е и 2-е места в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 километра на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования проходили в норвежском Лилихаммере. В составе российской сборной, занявшей 1-е место, выступали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов. Спортсмены показали результат 1 час 26 минут 46 секунд. За команду России, которая финишировала 2-й, бежали Андрей Ларьков, Илья Семяков, Денис Спецов и Андрей Мельниченко. Замкнули тройку лидеров представители 1-й сборной Норвегии. В женской эстафете также победа за 1-й сборной Норвегии. На 2-й строчке команда США, 3-ми финишировали шведки. 1-я сборная России располагается на 6-й строчке. 2-я российская команда заняла 7-е место. Следующий этап Кубка мира пройдет 14-15 декабря. Спортсмены сборной России завоевали 9 из 10 золотых медалей, а также 6 серебряных и 16 бронзовых наград на международном турнире по вольной борьбе «Аланы-2019», который завершился во Владикавказе. Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 25 стран, среди которых представители России, США, Ирана, Турции, Греции и Словакии. Спортсмены из Якутии также принимали участие в турнире. В состав команды сборной России вошли призеры чемпионата России Виктор Рассадин и Михаил Иванов, чемпион мира среди студентов Эдуард Григорьев, победитель международного турнира в Индии Тимур Николаев и обладатель серебряной медали международного турнира Байкал Open, двукратный чемпион Якутии Нюргун Сергин. Призовой фонд в каждой весовой категории составил $10 тысяч. Первенство города Якутска по скалолазанию среди школьников прошел в Якутске. Скалодром 24-й школы собрал 86 школьников из 3 столичных школ. Это юные скалолазы из 2-й, 19-й и 24-й школы. Это те учебные заведения, в которых уже созданы все условия для занятия этим видом спорта. Соревнования проходили в течение всего дня в 2 этапах. Первый этап – это ознакомительный для тех, кто только начал заниматься скалолазанием, а 2-й уже на сложность. В этой категории соревновались дети, которые уже не 1-й месяц занимаются на скалодроме. На этом у меня все. Будьте в курсе новостей в мире спорта на Якутия 24.